Сегодня, значит, Алмазбека Атамбаева насильно, принудительно доставили из 47-й колонии во двор, на задний двор суда. При этом 47-я колония, поскольку является лечебным учреждением, там имеется заключение самого главного врача 47-й колонии. Согласно этому заключению, которое было адресовано прокурору по надзору за соблюдением законов в колониях, здесь говорится, у Алмазбека Атамбаева имеются тяжелые заболевания, препятствующие, во-первых, содержанию его под стражей, во-вторых, его участию на судебных заседаниях. Об этом 47-я колония, руководство прекрасно знали, но тем не менее футболки по снегу тащили насильно и передали конвоирам. Конвоиры доставили сюда, как я уже говорил. На эту ситуацию со стороны прокуроров, которые прекрасно знают об этом заключении, должна быть реакция для привлечения их к ответственности в рамках законодательства. А вот сейчас его врачи осматривали, что сказали? Скорая помощь подъехала по вызову конвоиров, я так понял. Медик, когда вот зашел в машину, Алмазбек Шаршенович у нее попросил лекарства от сердечных заболеваний. У нее нет, соответственно. Они уехали. Я считаю, что это было сделано, чтобы конвоиры, это было сделано со стороны конвоиров целью снять с себя ответственность. Но это было как бы безрезультатно. Как врачи приехали, так и уехали. Лекарства, которые необходимы Алмазбеку Атамбаеву, нет у них. Поэтому Алмазбек Шаршенович дополнительно сказал, что все эти лекарства в колонии, откуда вы меня насильно доставили сюда. Его сейчас забрали в колонию снова. Его забрали в колонию. Как привезли, так и забрали. Но за это кто-то должен отвечать.